Мамлекеттин келечеги кең болсун. Асманы дайым ачык болсун. Жашоосу тынчтыкта болсун. Мамлекеттин келечегин, мамлекеттин бакубаттуулугун кура турган ушул жигиттер менен кыздар, азыр балдар. Глядя на них, я с чувством тревоги или, с одной стороны, с чувством большой надежды смотрю, ибо на каком уровне образования сегодня у нас в нашей стране, от этого зависит и будущее нашей страны. Ибо истинную свободу, как писал в свое время русский писатель, мыслитель Писарев, дает только образование. Именно образование. Процветание через образование. Развитие через образование. Культура через образование. И развитие через образование. Без образования ничего у нас не получится. К сожалению, очень мало времени, очень мало средств выделяется по принципу, остаточному принципу именно образования. Все мы сегодня говорим экономика, 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 экономика. Сколько лет подряд на протяжении десятилетиями говорю, что во главу угла надо ставить образование. Только образованное общество может стать культурным. Только культурное общество имеет право на будущее. Только образованное общество может построить светлое будущее. Только образованное государство может воспитать достойного поколения. Все беды от нас, от нехватки образования. Вот это вот невежество, она порождает все те тяготы лишения, которые мы сегодня переживаем. Я рад, что у нас в Бишкеке есть такой образовательный центр имени Ломоносова. Это под эгидой всемирно известного университета МГУ, Московского государственного университета имени Ломоносова. Это, знаете, вот эта вот капелька надежды, от которой потом будет рождаться реки. Я думаю, что этот учебный центр, эта школа станет флагманом, ориентиром, если хотите, образцом преподавания именно среднего образования. Я хочу, чтобы именно преподаватели, учителя нашей страны сегодня радовались так, чтобы никогда не пожалели, что они выбрали именно эту великолепную профессию. Вам терпения, вам удачи, потому что вы воспитываете не только детей, вы воспитываете государство. И президенты, и депутаты, и министры – это ваши дети. Как вы будете обучать, чему будете обучать, так и вы будете обучать. Спасибо.